Вы в истории рекордеров вы увидите, как человек пытается дозвониться до другого человека с помощью рекордера. Всем привет! Я сегодня еще более интересного человека пригласил, который занимается бизнесом в очень многих сферах. Насколько я знаю, у тебя есть парикмахерская, у тебя есть своя рекламная кампания, печати продаешь, и в последнее время еще и в политику ушел, да? Ну да. Да, и вот представляю вам нашего сегодняшнего героя, это Георгий Андреев, известный блогер. Ну, я себя блогером не называю. Это очень специфическая тема. Вообще считается, что у блогера должна быть какая-то одна тема, там, автомобильная, там, да, социальная, пищевая, да. Как бы у меня такой чистой темы нету. Ну, может быть, у меня просто есть какие-то подписчики, которым, не знаю, нравится, как бы, не то чтобы стиль жизни, а мое мнение слушать и воспринимают его хорошо. Расскажи, пожалуйста, когда ты начал заниматься именно предпринимательской деятельностью? И что было вообще из истории немножко? Ну, вообще трудовую деятельность, я не знаю, начал лет, наверное, в 12-13. Работал в одной рекламной фирме. И мы там что делали? Фирма была, она делала значки, но и по какой-то случайности, может быть, из-за каких-то событий не все значки выкупали на определенную тематику. И мы сидели и смывали вот эти значки, ну, рисунки этих значков, потому что там, значки были изготовлены полиграфическим методом. И я вот помню, что первые заработанные деньги я купил самый дорогой калькулятор. Ну, мне математика всегда нравилась. Калькулятор до сих пор работает. Да, я лет 5 назад в нем менял батарейки. Такой шикарный калькулятор. Но я до сих пор таких, очень интеллектуальных калькуляторов до сих пор еще не видел в продаже. Ну, это было твое первое знакомство, да, получается, с продажей? Ну, я бы не сказал, что это просто трудовая деятельность, наверное, да? Да, вот. Бизнес. Вообще понятие бизнес тоже у меня очень специфическое. Я сам как бы не вижу, сам себя вообще не позиционирую там как богачатом и так далее, да. У меня вообще никогда не было цели заработать кучу денег. Если бы я хотел этим зарабатывать кучу денег, да, меня бы в Якутске бы не было, я бы занимался совершенно другими делами. Кем ты себя тогда называешь? Ремесленник? Я, кстати, об этом очень долго думал, кем я себя называю. Я понял, что я ученый. Ученый, да? Да. Я мне это все интересно с научной точки зрения. Ну, опять же, я аспирантуру закончил, да, правда, еще не защитился. Ну, я надеюсь, я этого достигну. У меня была такая проблема, что я сам тусуюсь в нескольких отраслевых тусовках, и понимание меня в этих тусовках очень специфическое, да? Допустим, я тусуюсь с компьютерщиками, программистами, со СМИшниками, СМИ, с рекламщиками, опять же, тоже с ученой тусовкой. И, допустим, такие были неприятные моменты. Не то чтобы неприятные казусы, да? Вот, допустим, круглый стол в мэрии, да? Встреча там главы мэра города Якутска с программистами. Составляют список. А потом, когда дело доходит до меня, и все говорят, а почему мы должны его звать? Он же рекламщик, он вообще журналист, да? Давайте его на следующее мероприятие, давайте. Потом следующее мероприятие, встреча с предпринимателями, да? То же самое. Позовем Георгия Андреева? Нет, давайте не будем его звать. Он же... Ученый, да? Он же, да, он же журналист. Давайте позовем его на встречу с журналистами, да? Потом идет встреча с журналистами. Будем звать Андрея Георгия? Нет, вы что, он же блогер. Давайте позовем его на встречу с блогерами. И вот так вот. Хотя в каждой нише я имею как бы свои интересы, да? Которые каждый день мне какие-то приносят новые сюрпризы, я встречаюсь с определенными людьми, учусь постоянно, да, меняюсь мнениями, новое узнаю. Расскажи, пожалуйста, как человек, получается, разносторонний, человек увлекающийся,
Ты считаешь это своей сильной стороной или же наоборот это как-то мешает ведению бизнеса именно? Я понял, да. Ну вот почему-то вот с детства мне все было интересно, да. Я вот в художественной школе учился, в музыкальной школе учился, играю на многих инструментах. Правда, сейчас вообще давно уже это все забросил. Посещал вообще кучу всяких кружков, да, там от технических, да. Допустим, я вот всеми рабочими инструментами владею, почти все у меня дома есть, да. Этому всему я научился в школе, в авиамодельном кружке. Вот сварку освоил несколько лет назад. У меня, не знаю, у меня по 7 видам спорта 7 разрядов. Правда, вот тоже это немножко минус, да, что я, может быть, увлекающийся человек, но в каких-то определенных направлениях я достигаю каких-то твердых результатов, твердых знаний и перехожу на следующую цепочку. Как таких людей называют? Сканер? Ну, зато могу вести диалог и делать что-то по очень многим видам, скажем, деятельности. Да? И машину починить могу там, не знаю, там, нарисовать что-то, там, стих написать, рассказ написать. Вот то, что ты сейчас рассказываешь, да, это же, можно сказать, ты занимаешься построением бренда своей личности. Да, вот. Сейчас вообще очень сильно все замешано на бренде. Не просто на бренде фирмы, фирмы какой-то, фирмы, корпорации, да, магазина, а на бренде личности. Ну вот яркий пример, допустим, Тинькофф. Да, вот банк Тинькофф. Вот господин Тинькофф, он очень многим тоже с бизнеса на бизнес прыгает, да, он там одно время там пивной завод у него был. Он вывел его на пик, там, продал, да. Сейчас у него банк, там, ну и до этого тоже было видно несколько бизнесов. Сейчас тоже можно также сказать, что успешным будет тот бизнес, где четко понятие бренда и понятие личности, кто за этим брендом стоит. Да? Особенно при развитии соцсетей это очень четко видно, что люди могут наблюдать за какими-то людьми уже сбоку, да, и понимать, о чем идет, как живет человек. Это касается даже не может быть не только коммерсантов, да, предпринимателей, но и политиков в том числе. Да. Мы сейчас активно видим, что во все соцсети активно входят политики, но там тоже есть некоторые нюансы, конечно, да. Зачастую как бы это не сами политики, да, а люди нанятые к ним политиками. Да, то, что но все равно касается, да, политиков, такие топорные работы же бывают. Личный бренд, у них просто это стоит, и они там какие-то пиар-акции делают какие-то на коленке. Согласен, да. Но это лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего не делать. Ну да, учиться на своих ошибках. И на чужих. Да. Да. А ты, получается, сам используешь, вот, когда ведешь свой бизнес, ты используешь вот это понятие, как личный бренд? Ну, для себя делаешь вот такой бренд? И что ты для этого делаешь? Ну, любой человек, любое действие это бренд. Вообще любой, да? Даже хоть малоизвестный какой-то, не знаю, школьник, первоклассник, да, у него все равно есть круг общения, да? Просто с каждым новым действием, с новыми знакомствами, да, о тебе узнают больше людей, да, больше людей начинает с тобой советоваться, не знаю, читать тебя, допустим, если вспоминать соцсети. Это и есть развитие твоего личного бренда. В какой-то момент у тебя возникает очень большое количество подписчиков. Ну, опять же, если про соцсети говорить. И ты уже можешь с ними вести какой-то диалог, да. Вот, допустим, вот, я сам это у себя наблюдал на своем примере, это когда вот мы запускали парикмахерскую. Ну, вообще-то в планах было развить очень большую сеть парикмахерских, да, потому что волосы всегда растут. Но там возникли некоторые нюансы, да, я бы не сказал проблемы. Это есть такая еврейская поговорка: если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а расходы. Там то же самое возникла такая же ситуация, что в принципе количество парикмахерских, оно и в Якутске сейчас очень большое, около 200. Проблема в мастерах. В кадрах, да. В кадрах, да. Даже возникал такой вопрос, может быть, завозить парикмахеров. Вот, ну, вот
такая тема. Как бы в Якутске достаточное количество людей, да, 350 тысяч, по-моему, сейчас население. Все должны стричься. И как бы есть концепция, идея, бренд, но вот не с мастерами очень такая. Проблема же не просто мастера найти, да, а золотые руки. Да. По поводу вот бренда и моего влияния вот на этот бренд, я просто начал всем рассказывать, что это вот, ну, я имею отношение к этой парикмахерской, да. И вот в народ такая пошла, что это вот парикмахерская от Гашана, там, да, там вот всякие штучки, приколы, там, подарки. Люди стали наблюдать за соцсетями, да, и вот, ну, я думаю, это привело очень много моих друзей там стало стричься, да. Очень многие думают, что я открыл эту парикмахерскую для того, чтобы там самому на халяву стричься, да. Я стригусь, там сам плачу. Это вот, ну, мой девиз, да. Я вообще никогда никого не прошу что-то делать бесплатно. Ну, люди, конечно, деньги иногда не берут, да, ну, там, или какие-то услуги, но любой труд, любое время, оно должно чем-то вознаграждаться, да, может быть, даже я не имею в виду, может быть, деньги. И поэтому я говорю своим вот коллегам, мастерам, парикмахерам, что вот они там, допустим, пытаются стричь, ну, когда-то там своих родственников и так далее, да, я говорю, мое отношение к этому поймите, да, я вам за это плачу. То есть никто из знакомых там вообще бесплатно не стригется. Но это уже извращение получается. Ну, в хорошем смысле, может быть. Ясно. Слушай, ты же вот занимался ведением тоже, ну, можно сказать, рекламной деятельностью, да? Ведением страничек других людей. То есть раскрутка, ведение, плюс... Ну, мы этим занимаемся и сейчас занимаемся. Да, и личный бренд, вот, допустим, для тех людей, которые вот занимаются именно инста-магазинами. Да. Каким образом вот личный бренд туда закручивать? Ну, вкручивать. Сначала нужно создать личный бренд, потом магазин раскручивать, или же можно как-то параллельно делать? Есть такая фишка, что человек себя называет, что человек начинает себя как-то позиционировать. Это очень имеет сильную энергетику, да? Вот, допустим, я вот что-то часто наблюдаю, кто-то появляется и называется «я блогер». Все. И вокруг него все сжигается. Ну, взрыв какой-то возникает, да? Это же блогер. Понимаете? Это был такой интересный момент. Я участвовал в одной школьном мероприятии одном. Конкурс какой-то? Да, там бизнес, это Семен Посельский проводит для школьников эти конкурсы, знаешь, да? Да. Бизнес, да. Я вел, получается, свою школу, это 10-ю школу, ну, был там у них как соруководитель. Мы там защищали бизнес-планы, там, и так далее, презентации делали. И в конце мероприятия Семен встал и говорит: сегодня с нами был знаменитый блогер. А там, представляете, было человек 100. И прямо произошел взрыв. Да? Эти люди, эти дети, школьники, они вообще обо мне никогда не слышали, не знали, да? Но на них вот слово блогер как-то агрессивно, не агрессивно действует, а что-то в каждом из них взорвалось, в каждом из них. И они все встали и побежали меня обнимать, подписи брать. Это вот именно, я говорю, позиционирование, да? Хотя мы с ними никогда не пересекемся, они обо мне знать не знали там, да? Или вот, допустим, один кто-то человек называет себя: я самый крутой в городе там автомеханик, я самый крутой в городе повар, да? Я самый крутой в городе там поломойщик. Это и есть начало бренда, да? Вот. И если я всем говорю, я даже вот кто-то со мной консультируется обычно, я даже говорю бухгалтеру, да, в какой-то фирме, ты позиционируй себя как бухгалтер, как крутой бухгалтер, да? И вот, допустим, если тебя с работы уволят, да, бренд твой с тобой останется, и ты перейдешь даже на другую работу с более высокой зарплатой, да, на более высокую должность. Понимаешь, да, потому что ты возьмешь с собой своих клиентов. Нет, потому что он утащит с собой свой бренд.
Каким образом сделать рекламу, чтобы не потерять деньги? Каким образом сделать рекламу, чтобы не потерять Да. деньги? Как инвестировать правильно в рекламу? Да, это очень это вечный вопрос, да. Я даже сейчас, наверное, правильно ответа не дам, да, для кого-то, кто-то меня, может быть, не поймет. Очень часто, я сам увлекаюсь маркетингом, да, и очень часто ко мне приходят клиенты с деньгами, да, у них не стоит такой вопрос, как у тебя. Они говорят, вот мы хотим, чтобы вы распространили вот такую-то, сделали рекламу, да, мы вам все уже подготовили, там, по своим каналам распространите, раскидайте, там, опубликуйте. Я смотрю и вижу, что там ошибка на ошибке. Не орфографическая, а психологическая. Как вы понимаете, нельзя такую рекламу толкать, да, потом просто вы скажете, что мы некачественно отработали, да, и виноватым, говорю, буду у вас я, да, я вам сразу говорю, что эта реклама у вас неправильная. Я же там не говорю вам, как делать вашу работу, да, вот вы, понимаете, о чем я говорю, да? Да, каждый же свой вид деятельности. И люди говорят, нет, мы лучше вас понимаем, что должно быть. И просто что происходит? Человек по рекомендации ко мне обратился за рекламой, да, сам навязывает свою рекламу, потом, допустим, это не всегда, конечно, бывает. В итоге, потом, если с ним разговаривать, у него крайне я оказываюсь, да? Хотя я с самого начала сказал, что это неправильная реклама. Людям сейчас, вообще сейчас реклама как реклама, в чистом виде рекламы как реклама, она уже умерла. Да. Все. А сейчас, как сделать рекламу? Как сделать? Как правильно, на твой взгляд, каким образом грамотно сделать рекламу, чтобы она работала? Она должна быть, во-первых, интересной. Она должна чему-то обучать зрителей, да? Она должна провоцировать, хайп, да? Обучать, интересной, провоцировать, эмоционально должна быть. Пока 3, давайте правила, да? 3 правила от Георгия Андреева. Вот если ваша реклама никак не соответствует этим 3 параметрам. Еще самое главное, если это реклама в соцсетях, то у нее должно быть такое последствие, как репост. Да? Это во всех соцсетях есть, да и в WhatsApp есть. Если вы сами понимаете, что вы бы сами эту рекламу куда-то бы там не перекинули, не репостнули, да, значит это не реклама, это и есть то, что вы тратите свои деньги зря. Да? Грубо говоря, спам, да. Вот почему сейчас вайнеры очень популярны, да? Они что делают? Они делают забавную рекламу, интересную, она репостится, да, и какие-то элементы там еще очень эмоциональные, да, элемент хайпа имеет. Поэтому сейчас реклама у вайнеров очень дорогая, кто у них заказывает эту рекламу. Вот, допустим, у некоторых популярных вайнеров там реклама уже 1020-25 стоит. И даже не распространение ее, а просто снятие. Это очень хорошие цифры. Каким образом, допустим, да, если я занимаюсь бизнесом, мне масштабироваться и выходить на другие регионы именно с помощью социальных сетей? Вот сейчас у очень многих предпринимателей стоит такой вопрос. Да, вот чисто с психологической точки зрения мы эту проблему долго обсуждали и такую тему поняли, что проблема якутян, якутов, да, в любой сфере, это то, что у нас развитие идет в такой ракушечная схема. Как вот этот символ называется, вовнутрь, который идет? Спираль, да, внутренняя спираль, что все развитие идет во внутреннюю спираль. И проблема якутского бизнеса в том, что он не развивается за пределы, даже не то чтобы Якутска, да, Якутии, допустим, а не развивается за пределы Якутии. Да. Вот, допустим, кину камень в чужой огород, да, допустим, киношники. Да. Я со всеми киношниками пытался общаться, говорю, почему вы не снимаете нормальное кино для массового зрителя, да? Хотя есть, конечно, успешные моменты, допустим, «Снайпер Саха», да? Я посмотрел, у него в YouTube 11 миллионов просмотров, понимаете? Но нужно понимать, что это был фильм снят не чисто как для якутской аудитории, а он был снят,
Для широкой. Для очень широкой аудитории, да. Для русскоязычной. Для русскоязычной, да. Поэтому там, конечно, 11 миллионов просмотров на этом фильме. Какой бы Якутия географически большой бы, гигантской бы ни была, человеческий потенциал здесь все-таки, ну, в количестве, да, он ограниченный. Конечно. Да. А духовно, интеллектуально, физически, да, мы, якутяне, очень, не то чтобы успешные, а можем многим дать фору, да. Если грамотно запускать многие франшизы, сейчас же по России же какая тема пошла, что даже очень много франшиз, они пошли из регионов. Да, та же Додо Пицца, она же не московский проект, да? Вот. Потом вот у Аяза, да? Как он у него называется? Да, как у него бренд называется? Лайк, да. Это тоже не московский бренд. Он региональный. А чем мы хуже? Все можно. Поэтому проблема развития, она состоит в том, насколько наш бизнес якутский, да, будет масштабироваться в другие регионы. Если главной целью будет это стоять, да, то успех будет, ну, очевиден. Как человек, который там сталкивается вот именно с предпринимателями, которые к тебе обращаются в рекламных целях, да, ну, введение вот этих аккаунтов, инстастраничек, да, видишь ли какое-нибудь там изменение в масштабе вообще города? Вот пришел Инстаграм в наш город, и какие вот, ну, понятно, что очень многие начали интересоваться именно вот социальными сетями и там ну, продвигать свой бизнес, да? А каким образом вот этот бизнес повлиял на все остальные бизнесы, на те же вот обычные традиционные магазины, рестораны? Видишь какой-нибудь? Да, я тебя понял. Да. Ну вот Инстаграм стал популярным, наверное, последние года 3-4, да? Вообще пришел в Якутск, наверное, лет 5-6 назад массово. И я вот такую закономерность заметил, что у нас есть такой проект, но он в пассивном режиме, да, работает, называется instayakuts.ru. И мы поставили цель разбить вот бизнес, якутский бизнес, который есть, по категориям, да, ну, там авто, одежда, там, да. И нам стало интересно, сколько вообще якутского бизнеса в Инстаграме. И начали популярные странички больше 1000 подписчиков вбивать. И у нас получилось уже больше, это было года 2 или 3 назад, больше 1000 Инстаграм аккаунтов бизнес, которые ведут бизнес в Якутске. Причем это был офлайн бизнес, онлайн бизнес, да, то есть их не было в реальных торговых центрах. Потом мы стали копать еще глубже. Оказалось, таких инстаграм-страничек, которые бизнес ведут в Якутске, вообще 1002-3, может быть даже еще больше. Сейчас еще больше, потому что я говорю о данных вот 2-3-летней давности. Как это можно было с реальностью совместить? Я вдруг стал понимать, ну, видеть в реальных торговых центрах, да, что в торговых центрах стали освобождаться места. Это вот года 3 назад было. Может быть, вы все это, может быть, вспомните, да? Что в любом торговом центре идешь, раньше же битва была. Там даже взятки давали, да, чтобы в каком-то торговом центре аренду взять. И вдруг я вижу, что в каждом торговом центре пустые стоят витрины, и там висит табличка, что место сдается. Это года 3 назад было. Массово. А что произошло? Что в каждую нишу, да, реальные услуги или товары залезло определенное количество вот, интернет-бизнесменов и стали вести свой бизнес, да, неся минимальные расходы. Ну, то есть не нужно иметь там штат какой-то, да, ты напрямую общаешься сам с клиентом, да, не нужно арендовать там, да, даже вопрос даже не про налоги, да, потому что налоги тоже практически в нуль можно минимизировать. И они начали съедать долю рынка определенного, да, допустим, вот, ну, массово, допустим, сказать, простые вещи, чтобы вам сказать, там суши-пицца, допустим, да, какие еще же есть эти, различные магазины одежды, да, вот первым делом и стали умирать в торговых центрах магазины одежды, потому что они пытались работать по стандартам 90-х годов, да,
Они думают, что вот мы завезем эту одежду, у себя там на полочках положим и будем сидеть как пауки у себя в магазине. Нет же, это неправда. Это не получилось. А те, кто стал возить одежду и продавать у себя там в этих шоурумах, инста-румах, да, вот, ну, постите всякие платья там и так далее, да, они наоборот поднялись. И вот за эти 3 года сейчас, вот в любой торговый центр зайдите, все нормальные успешные магазины, даже я вообще скажу все, они все уже работают ну не буду говорить в Инстаграме, да, а вообще в онлайне они есть. И даже половина больше, наверное, из них, они начали как раз такие вот с электронных площадок. Ну, будем говорить с Инстаграма, да. Но через какое-то время, возможно, площадка поменяется. Хотя Инстаграм вот очень сильно развивается, да. Сейчас, допустим, в американской версии Инстаграма прямо с фотографией можно купить какую-то вещь. Ну, читал? Да. Тыкаешь на какой-то товар, и там выходит цена сколько? На одной фотографии. WhatsApp сейчас, опять же, тоже очень сильно развивается. За последние вот пару месяцев очень много интересных обновлений вышло. Тоже, которые можно успешно использовать в бизнесе. И вот повторюсь, чтобы тему как бы на вопрос полностью ответить, что интернет за последние 5 лет, тот же в частности Инстаграм, да, очень сильно изменил вообще коммерческое лицо якутского бизнеса. Потому что если тебя нету в интернете, тебя нету, все, тебя нету нигде. То есть все, уже нельзя говорить, что мы не работаем в интернете. Все, это вообще запретное слово. А вот года 2-3 назад, да и сейчас очень много таких организаций, которые полностью себя отделяют от интернета. Нет. Все, интернет это уже не что-то там космическое из голливудских фильмов. Это вообще такая реальность. Почему, допустим, вот считается, что Навальный популярный? Потому что он где работает? В Ютубе, да? Вот у меня сколько родственников есть маленьких, там племянники всякие. 2-3-летние дети сидят в Ютубе. Понимаете? Они там сидят, они там тамошнюю рекламу все читают, все видят, они даже многие не говорят, но они вообще все знают. Они умеют пользоваться вот этим ютубом, не умея разговаривать, понимаете? Все уже. Мы через 15 лет будем иметь YouTube поколение, которое будет знать только то, что происходит в YouTube. Да? Я вот тоже смеялся на днях, что тоже эти кандидаты не разговаривал, говорят, если тебя нет в YouTube, то 2-летние дети через 16 лет за тебя не проголосуют. Ну им будет 18 лет, то есть, да, они должны будут проголосовать. Кстати, а почему ты ушел в политику? Что тебе это дает? Ну, что значит ушел в политику? Я политикой всегда занимался, да, только на разных позициях, да. Различные точки у меня были, различные интересы какие-то были. Не, просто, если ты не занимаешься политикой, то политика тобой занимается. Вот и все. Ну, а какие у тебя там интересы? Это не секрет, да, я вот же выиграл праймерис в городскую думу. Просто я сам родился в Якутске, да, тут везде учился, там и в школе, и в вузе, в детсаду, да. И я хочу реально помочь своему городу, да. Просто я знаю людей, я знаю их проблемы, вот и все. Я повторюсь, что если бы я хотел иметь кучу денег, там, да, я бы, может быть, меня бы в Якутске не было, я бы занимался совершенно другими вещами. А так я чувствую потребность в себе. Я могу это сделать, я знаю, то есть у меня и образование соответствующее, да, там экономическое образование, юридическое образование. Я знаю очень большое количество людей из всех отраслей, то есть на очень многие вопросы я моментально могу получить ответы. Я чувствую, что депутаты такими должны быть. Вот сейчас в Якутской городской думе сколько депутатов, да? Больше 30. Я с ужасом открыл этот список, фотографии посмотрел. Я там знаю вообще, как бы я человек, который вот сижу на инфопотоке, да, со всеми общаюсь, и оказалось, что там знаю, ну, человек 7-8. Кто такие остальные люди, понятия не имею. А работают ли они со своими вот избирателями, да или нет? Ну, я не знаю, да. Вот очень многих людей я стал спрашивать, вы знаете своего депутата тогда? Большинство вообще не знает. Перед выборами только начинается вот какой-то хороший человек, да. Какой хороший человек, проголосуйте, и все. После выборов ты их не видишь. Ну, это чья проблема?
Это проблема... Это же не проблема депутата, это проблема избирателя. Зачем ты выбираешь такого человека, которого ты даже завтра забудешь, как тебя зовут, да? А? Зачем ты за него голосуешь? Выбери другого человека. Это проблема очень просто. Даже не избирателя, а конкретной системы. Нет, это проблема конкретно избирателя, да? Вот люди, я с людьми же очень много общаюсь, да? Я вот перед праймеризом больше 500 квартир сам лично обошел. И с людьми разговаривал. И люди, конечно, очень много активных людей, молодцы. Но просто я вот какой момент еще уловил, что часть людей, которые, в принципе, ходят голосовать, они сами не готовы принимать какое-то участие. Вот мусор валяется. Ну, конечно, они вот, допустим, убрать не могут, да, там, не все могут быть такими сильными, как Антон Васильев, да, но они даже не могут на него пожаловаться, да, вот, допустим, вот есть же служба городская, OneClick, да, она очень эффективная, но сколько раз я там жаловался, они все мои просьбы удовлетворяли, ну, как заявку подаешь. То если тебе что-то не нравится, сделайте заявку, да, есть же механизм решения. Люди не хотят. Вот кто виноват, вот, что есть такие люди? Если каждый начнет задавать вопросы и действовать, да, менталитет может быть, но его же тоже нужно менять. Все можно поменять. Вот есть вот федеральная программа, вот улучшение дворов, да? Хорошо, что вот у нас есть активисты, которые вот собирали подписи там, да, чтобы их дворы улучшили. И мы реально вот видим, что очень много дворов. Ну, что это приезжал блогер, там, Варламов, они смотрели, вот, какие дворы улучшили. Это классно же, потому что есть на местах активисты, которые это дело сделали. Если ты сам принимаешь в этом участие, если у вас есть нормальный, не знаю, комитет, да, дворовый какой-то, то можно реально улучшить свой двор. И причем там нету ничего космического в этом деле. Ну вот, я иду в политику, чтобы двигать людей. Взять такого-нибудь за шкирку и потрясти: действуй! Меня тоже будут так хватить, действуй! Так что действуешь, да? Не подумайте, что этот влог я сделал специально для того, чтобы как-то пропиарить, да, вот Георгия. Я на самом деле узнал о том, что он ушел в политику вообще недавно, буквально сегодня, можно сказать. Я его пригласил именно для того, чтобы обсудить тему именно бизнеса, да, мне было интересно вот тема раскрутки именно инстаграм-страничек, но надеюсь, что эту тему мы для вас немножко раскрыли. Сейчас дадим слово Георгию, чтобы он с вами попрощался и довел какие-то мысли до вас, да, чтобы как-то подытожить наш блог. Сейчас очень многие люди задумываются о том, каким образом найти себе дополнительный доход. Потому что кризис, не кризис, все это сказывается, да, уровень жизни немножко падает. И люди начинают задумываться, откуда достать дополнительные деньги, и начинают присматриваться к бизнесу, к предпринимательской деятельности. Начинают какие-то услуги оказывать, продавать маломальски, да. Вот что таким людям может сказать с точки зрения, может быть, даже общественника? Ага. Ну, есть такой универсальный совет, да, даже такая мудрость, что лучший бизнес — это хобби. Тогда это перестает быть работой, а становится твоим вечным увлечением, да. Очень вот такой пример хороший, это вот девушки, которые торты пекут дома, да. Это вот, девушки, которые такие хозяйственные, молодцы, пекут то, что они любят делать, да. И вот я очень знаю несколько девушек, которые это как хобби, в выходные время и вечером там они там по 1-2 торта пекут, да, и там выходные там что-то пекут. Очень хорошие деньги зарабатывают. Вы постоянно общайтесь, знакомьтесь и постоянно учитесь. Потому что отсутствие учебы — это как вот зима, да? Если не будешь двигаться, то замерзнешь насмерть. Поэтому я когда вот общаюсь с людьми и спрашиваю: ты там когда последний раз учился, там какие-то курсы посещал, есть люди, которые вот 10-20 лет назад чему-то последний раз учились, больше ничего не учились. Так же тоже нельзя. Жизнь, она вообще настолько гибкая стала, настолько реактивной стала, что даже я не знаю, что будет там через год, да? А если мы не будем развиваться, не будем чему-то учиться,
можно вообще на этот поезд никогда это упасть с этого поезда развития. И как предприниматели там из 90-х это навсегда кануть в лету. Спасибо, что посмотрели. Такой интересный, оказывается, формат у НВД есть. Но я давно наблюдал за этим. Да? Больше года ты уже этим занимаешься? Да. Да? Да. Я тоже сделаю такое. Он будет лучше. С триподом. С триподом, да. С триподом не со звуком с видео. Ладно. Ну всем пока, короче. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте.